Бытует мнение, что вкус и чувство стиля необходимо прививать с самого раннего возраста. Но как быть с чувством стиля у школьника? Ведь консервативная школьная форма не располагает к экспериментам с модой. Руководство организации «Одежда» уверено, что даже в строгом одеянии школьники могут выглядеть стильно, актуально и одновременно соответствовать дресс-коду учебного заведения. Об этом говорят модные коллекции школьной формы на 2014-2015 учебный год. Мы, конечно, смотрим, что вообще происходит в мире со школьной формой, что со школьной формой происходит в нашей стране. Сейчас везде вводится школьная форма в Российской Федерации. Но мы к этому тоже пришли. Но мы пришли уже к этому давно. Вот. Мы ездим в Москву на семинары, на выставки, смотрим там, какая школьная форма. Ну и, соответственно, разрабатываем сами свою школьную форму, как мы ее видим. У нас очень большое количество моделей. У нас сарафаны, пиджаки, блузки, платья, фартуки, юбки. Обязательная школьная форма – некий привет с прошлого. Единая форма во времена СССР воспитывала коллективизм. Однако малоприятные воспоминания о советской школе оставила у многих бывших учениц и учеников невзрачные черные фартуки поверх коричневых платьев и школьные костюмы темно-синего цвета. Но сегодня школьная форма становится все популярнее среди подростков. В нашей республике школьный дресс-код встречается почти во всех гимназиях и школах. Оригинальное решение приняло руководство 5-й Владикавказской гимназии. У нас в школе было проведено голосование, было предложено несколько видов форм, и наши ученики выбрали вот такую форму, галстук с нашей эмблемой, пиджак, юбка и белая рубашка, а у мальчиков тоже галстук и костюм и белая рубашка. У нас сразу узнают по нашей эмблеме, по нашему галстуку, и в ней удобно, красивая форма. В настоящее время единой формы для школ России не существует, а решение о ношении школьной формы принимается на уровне отдельных школ. Фатима Макиева, Шалва Домбаев, Осетия ТВ.